Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске вы увидите эксклюзивные кадры из Арктики прямиком от автора съемок. Будет обзор интересных событий из социальных сетей, а именно приготовление якутского деликатеса с помощью льда в лесах. Якутска обнаружили Нарнию. В общем, выпуск обещает быть интересным. А вы знали, что печень можно пожарить на льду? Звучит абсурдно, но по-другому и не скажешь. Шеф-повар Николай Атласов показал этот необычный способ приготовления. Вот. И... это лед же. Сейчас думала, плита какая-то. Как тайское мороженое, да? Типа. Смотрите, как интересно. Это лед. Как его кто есть? То есть, получается, мы можем готовить при минусовых градусах. Это во всем мире мы одни такие. Это, как вы понимаете, это очень вкусно. Печень жеребенка свежая, с чесночком, с солью, все натуральное. Смотрите, какая интересная подача. Сырая печень – традиционный деликатес, современное решение измельчать печень и смешивать со специями. Без сомнений вкусно и красиво, но стоит отметить, что традиционная подача строганины из печени выглядит ничуть не хуже. Приноровившись, якутяне очень тонко строгают этот деликатес. Фотограф Наталья Оконешникова обнаружила Нарнию в лесу Якутска. В Якутске была такая сказочная погода, тепло, снежно и очень красиво. Нарния наяву, написала Наталья и пообещала рассказать подробности позже. В Якутии рыбаки выловили морское чудище. С таким названием распространилось это фото в социальных сетях. Фото с такой рыбой время от времени появляется в сети, и многие всегда удивляются его неказистому виду. Развеем мифы. Это рыба-подкаменщик сибирский. На якутском языке его везде называют по-разному. Лаха, бычарбалык, тазбас. На русском бычок. Его внешние данные могут быть разными в зависимости от местных условий. Подкаменщик редко достигает размера свыше 12 сантиметров. И именно поэтому, выловив большого бычка, люди часто называют его чудовищем. Подкаменщик является индикатором чистоты водоема, поскольку в загрязненных водоемах жить не может, а из-за своей малочисленности не имеет промыслового значения. В Якутии выберут самую красивую корову или бычка. Необычный конкурс красоты проводят среди крупного рогатого скота. Победителю достанется 40-литровый бидон для молока. Фотоконкурс проводится в Телейском наследии Чурапчинского улуса. Напомним, первый конкурс красоты среди бычков и буренок прошел в прошлом году. Тогда звание самых красивых досталось бычкам-близнецам Оттой и Тоттой из села Баяга Татинского улуса. Помните, мы рассказывали вам о том, что в Якутии обнаружили белую медведицу с 3 медвежатами. Теперь у нас появилось эксклюзивное видео от самого оператора, заснявшего феномен, Александра Красновского. В Нижнеколымском районе на берегу Восточно-Сибирского моря в ресурсном резервате Курдигино-Крестовая 3 детенышей у одной медведицы. Редкое явление в природе. Обычно приплод состоит из 1-2 медвежат. Давайте полюбуемся арктическими красавцами.
Воспользовавшись случаем, хочу познакомить вас с работой якутского кинооператора Александра Красновского. В этом году он представил мини-фильм о жизни оленеводов в селе Тополинном Тампонского района Якутии. Композицию в ролике использовал Аины Ивановой. Мне показалось, что она сюда подойдет некая импровизация, а черно-белый формат, на мой взгляд, ближе к северу по состоянию, поделился Александр в своем интервью. Оператор признался, что эти съемки для него были испытанием самого себя. В то же время было интересно понаблюдать за жизнью и работой людей такой редкой и важной профессии оленеводов. Автор также анонсировал, что из снятых в Тополинном кадров планирует смонтировать визуальный документальный фильм о жизни в тех краях и сделать его без слов. Сам Александр, отмечу, родом из арктического поселка Черский Нижнеколымского района. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите News on Air по будням в 11 и 17 часов. До новых встреч в эфире!